Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». И, как всегда, в студии Максим Курников и директор автономной некоммерческой организации «Шажире», кандидат исторических наук Салават Хамидуллин. Здравствуйте. Здравствуйте. Как мы и говорили, мы вторую программу нашу посвящаем уже истории одного конкретного рода. Я напомню, что мы приняли решение идти по географическому принципу. Мы идем с северо-востока. Нет, с северо-запада. С северо-запада, простите, да. На восток. Мы идем с северо-запада на восток. И первый род, об истории которого мы будем говорить, это род Еней. Еней. Ну, давайте тогда начнем именно с них. И какие первые упоминания об этом роде зафиксировали исторические источники? Ну, вообще считается, уже это установилось не только в нашей российской историографии, этнологии, но даже и в венгерской, что племя Еней, или как венгры ее называют, Енё, это племя упоминается в работе Константина Багрянародного об управлении империей. Там перечисляется 8 племен венгерской, орды или конфедерации, этих родов. И среди них вот есть племя, там, в общем-то, Гена, или вот Гена, или Генё, вот, в общем-то, это племя упоминается, и считается, что как раз Енё – это Генё, и, Еней – это одно и то же. Я думаю, что тут стоит сделать небольшое такое историческое отступление, для того, чтобы никого не шокировать историей венгров, почему мы вдруг о них заговорили. Дело в том, что венгерские археологи, они работают на территории Башкортостана и Оренбургской области уже много лет. Одна из основных, в общем, историографических теорий говорит о том, что современные венгры пришли с территории Южного Урала туда в результате разных событий. Кто-то говорит о нападении кочевников, кто-то говорит из-за изменения климата. Ну, в общем, так или иначе, но ведут они свою историю именно отсюда, из территории Южного Урала. На это указывают много источников, как археологических, так и письменных. Но главный, наверное, самый интересный в этом смысле для изучения источник – это как раз делегация целая из Венгрии, которая была через 2 века после этого самого переселения. И, в общем, эта делегация зафиксировала, что язык частично еще можно было понимать. И, в общем, те предания предков, которые рассказывали о земле, откуда вышли современные венгры, в общем-то, подтвердились. И это, в общем, зафиксировано тогдашними современниками. Именно поэтому, наверное, вот эта отсылка к Венгрии нас, в общем-то, не должна удивлять. Продолжая, вот как раз историю этого рода, мы говорим, что первые упоминания в венгерских источниках. К какому веку они относятся? Нет, я сказал, что, первое упоминание о Енё, в работе византийского императора Константина Багрянародного. Вот, это X век. X век. Вот он как перечисляет состав венгерской орды. Венгерской орды. Да. Вот. Но самая древняя хроника венгерская, Геста Хунгарорум, которую по-разному там датируют, в общем-то, она конкретно говорила, что венгры пришли с восточного берега Волги, откуда там, из Великой Скифии. И вот поэтому вы правильно сказали, что уже в XIII веке Юлиан и, венгерский монах-францисканец Юлиан и его, в общем-то, сподвижники, товарищи проникли как раз на территорию Поволжья и нашли здесь своих родственников. То есть, еще остатки тех венгров, которые еще говорили по-венгерски. Но самое главное, и потом, ведь что писал с Геста Хунгарорум, что вот была Венгрия майор или Магна Хунгария, Великая Венгрия или Старшая Венгрия, Венгрия майор, которая была на Востоке. И вот как раз они искали эту Великую Венгрию или Старейшую Венгрию. И вот они якобы здесь ее нашли. Историки до сих пор ломают голову, где она вообще локализована. То есть, и до сих пор, в общем-то, единого мнения нету. Есть такие расплывчатые предположения, что это Южный Урал в целом, но какие конкретно границы, никто не трудно знает, сказать, конечно. Сказать, В общем, археологи сейчас над этим как раз и работают. Но вот возвращаясь к роду, который мы называем все-таки Енео, Еней, а не на венгерский манер. Какова территория, которая за этим родом была закреплена? Вот территория у него, племя енейцев. У нас, к сожалению, уже на территории Башкортостана, в общем-то, почти что не осталось енейских селений, вернее, их, знаете как, то есть на их родовой территории. Вот в Краснокамском районе два села или 2 деревни Саус и Саус-Баш,
И, значит, одна или две там деревни на левом берегу Белой в Илижском районе. Основная территория племени Еней, она все-таки осталась, когда вот произошло национально-государственное размежевание, она осталась на территории Татарстана. Это практически весь Агрызский район Татарстана, и часть, значит, вотчины енейцев находится на территории современного Актанышского района Татарстана. Огромное количество енейских деревень ушло под воду, особенно вот деревня Ушар. Это была огромная деревня, там она состояла причем из нескольких аймаков. Это огромное, значит, поселение, оно ушло, когда сделали Нижнекамское водохранилище, и все это ушло под воду. И огромное количество, несколько, там, десятки деревень ушло енейских под воду. Ну вот мы с вами говорили в первой программе, что башкирские рода отличались друг от друга и культурно, и экономически, и по укладу жизни. Каков уклад жизни был у этого племени, у этого рода? У енейцев, скорее всего. В общем-то, они, я так думаю, они всегда испокон веков. Я уже не говорю, там, те времена Великой Венгрии, там, тогда, конечно, кочевники были. Уже, так скажем, уже в позднем Средневековье это был совершенно, так сказать, земледельческий род, который занимался земледелием, там, выпасом скота, в общем-то, какие-то лесные промыслы, там, рубка леса и так далее, рыболовство. Угу. А культурно как они отличались от остальных родов? Культурно мы, вот, понимаете, дело в том, что мы что сейчас можем сказать, да? То есть мы сейчас видим, какие они сейчас. Какие мы сейчас. Вот. К сожалению, и Руденко, скажем, Сергей Руденко, известный наш этнолог, который писал вот работу «Башкир», он особо не коснулся их. Ему все-таки были более интересны башкирские роды Востока, Юго-Востока, которые в таком, так скажем, где-то еще в первозданном виде, да, в общем-то, сохранялись. То есть ему интересны были, значит, элементы быта, вот, полукочевых башкир, там, их кибитки, там, значит, как вот они живут, там, что там, как так и так далее. То есть элементы их духовной культуры, да. То есть и все-таки он не обратил внимания на енейцев. Но я думаю, что они уже, скажем, мало отличались от соседних народов, с которыми они рядом проживали. То есть близость с удмуртами, там, значит, с татарами и так далее. Близость к Волге, она сыграла свою роль. Естественно. Если мы будем говорить об истории этого рода, какие основные вехи нам стоит отметить? Если мы будем говорить об истории этого рода, какие вехи, да, мы отметить? Как и все башкирские роды, в общем-то, они приняли, вот если говорить уже с момента XVI века, русское подданство. Правда, у нас не осталось, опять же, никаких, вот, в общем-то, ни свидетельств, ни шежире их о том, как происходило принятие русского подданства. Дело в том, что вот этот оседлый образ жизни, земледельческий образ жизни, он не способствует сохранению, скажем, исторической памяти. Люди живут от сезона к сезону, вот в каком-то круговороте. Сегодня, значит, даже германская, скажем, социология, там вот работы, вот я сейчас не могу вспомнить, там, потом, если нужно будет, приведу. Вот и говорит, что, значит, только вот у народов военного, всаднического типа, да, а это в основном кочевники, есть как бы понимание начала и конца истории, да. А земледельцы в основном они живут по циклам. По циклу, да. Вот, и все. И, соответственно, здесь уже история, она как таковая, в общем-то, она не фиксируется. И в этом плане я не сомневаюсь, что у них и было и шежире, и все. Но вот в связи вот с тем, что уже вот они в XIX веке сугубо земледельцы, видимо, куда-то все это выветрилось. Потому что, сейчас я добавлю, есть и рядом род Гайна, тоже земледельческий, у них почему-то сохранилось, у этих нет. Но, видимо, опять же, как вы сказали, близость Волги. Учитывая как раз эту самую близость Волги и огромное количество проживающих там разных народов с разными религиозными, в том числе, устоями, вот как раз хочу спросить, в каком веке к ним пришел ислам, и насколько он был тем исламом, да, в общем, классическим, который вот нам сейчас принято. А что такое классический? Вот, да. Насколько мы сейчас его понимаем, насколько вот сейчас он здесь, в Башкортостане, есть. Или там было сильное сохранение каких-то языческих традиций, как, например, произошло у соседних там, казахов, да, которые сохранили языческие традиции там, сильнее гораздо, чем большинство народов, принявших ислам в этой территории. Понимаете, мы можем говорить обо всем только очень гадательно. Мы даже не можем утверждать, что енейцы вот испокон веков жили именно на этой территории.
Мы даже это не можем говорить. Вполне возможно, что, там, скажем, в 13 и каким-то 14 там, веках вся эта территория, в общем-то, где вот их проживание, да даже, скорее всего, там это сплошняком населяли удмурты. Понимаете? Потом енейцы, так скажем, как тюрки, как, значит, воины, как даже, может быть, тогда еще полукочевники, они вот оттесняют удмуртское население там, куда-то за Волгу и так далее, и вот занимают эти территории. Это первое. Значит, соответственно, мы не можем сказать, где они приняли ислам. Даже вот эти енейцы, так скажем. То есть, они пришли туда уже с исламом, да? Да, понятно. Тут никто не знает. Но одно я могу сказать, что, значит, ислам, вот, скажем, в такой, уже можно говорить об исламизации. Вот мы же, помните, говорили о прошлой передаче о венгерском путешественнике Иоганке Венгре, который пришел в Башкирию и говорит, я нашел государя всей Баскардии совершенно зараженным сарацинским заблуждением. Это 14 век, 1300... Он имел в виду ислам как раз. Да. То есть в 20 году он уже отсюда отъехал. Венгры в это время уже христиане. Это в самой Венгрии. Да. И здесь он находится совершенно зараженным. То есть, вот. И причем он говорит, этот государь, если бы, говорит, вы раньше пришли, мы бы подумали, они же пришли, значит, с миссионерской функцией, эти венгры, то есть католичество пытались, значит, здесь распространить, Да, кстати, вот видите, католичество сюда раньше пришло даже, чем православие. Вот. И пытались, значит, их обратить. Они им говорят, нет, если бы вот вы немножко раньше пришли, вот тогда, может, мы еще подумали. А теперь нам поздно. И, говорит, и там были сарацинские ученые, он говорит, с которыми мы вступали в спор, пытаясь доказать, что весь ваш закон ложный и так далее, и так далее. То есть, о чем говорит это? То есть, к началу XIV века здесь уже все. Можно сказать, что ислам уже пустил какие-то корни. То есть, а когда этот процесс начался? Дело в том, что ранние мусульманские могилы найдены еще в IX веке. Здесь вот, допустим, вот есть курган в деревне Левашовка под Стерлитамаком. Ранний аланский курган, который там уже, значит, когда археологи раскопали, уже видят, что элементы мусульманского, значит, погребального обряда. То есть, поэтому, я думаю, этот процесс, он был такой длительный. Он, значит, шел, потом, ведь мы знаем, здесь у нас много находится могил мусульманских проповедников, да, в том же, допустим, гора Ауштау, да, где, значит, Мухаммед Рамазан Аль-Ауш похоронен, и там прям так и написано, что он пришел, значит, сюда на территорию в век Берке-хана, то есть это 13 век. То есть это все шло, но вот постоянно волны. Понятно, да, потому что религиозная миссионерская деятельность от любой религии, она в средних веках была вы сказали, очень какой ислам пришел. Ислам пришел, естественно, в какой? Тут кто сюда мог добраться? Только суфийские проповедники. Естественно, это был ислам, значит, такого... Нету ислама суфийского, да, есть просто ислам, но, так скажем, с ориентацией, там, скажем, на суфийские какие-то ценности, поскольку ислам распространяли в Башкирии именно суфийские проповедники. Насколько это перемешивалось с языческими традициями, которые же, еще были? Ну, если мы видим, что в XIX веке даже там у башкир там какие-то, значит, пережитки были, ну, о чем говорить тогда, да? Но, в принципе, вы не найдете, наверное, ни одного народа, который скажет, вот мы вот все вот чисто, понимаете. Всегда вы где-то чего-то найдете. Конечно, которые утверждать это будут, есть, но, скорее всего, действительно, поскреби немножко и найдешь. Да вы у арабов найдете. Приезжайте. Конечно. Возвращаясь опять же к роду Енея, о котором мы сегодня говорим, мы сказали о том, что там распространились они на территории, которая, видимо, была заселена удмуртами. Да. Насколько, на ваш взгляд, там произошло в том числе культурное какое-то заимствование традиций и обычаев? Безусловно, произошло. Там вообще, во-первых, произошло, я думаю, что вообще непосредственно, скажем, этническое взаимодействие, да, то есть смешение, там брали и девушек и так далее, и так далее. Там это безусловно. И влияние, наверное, и культурное было какое-то. Тут, я думаю, что, наверное, ни один человек отрицать не будет. Вот. И вообще там вот все на севере это происходило в таком очень таком жестком взаимодействии, значит, с местными финно-угорскими племенами. Все-таки весь север Башкирии, это же, в общем-то, территория... Ведь мы смотрим, какая у нас... Юг Башкирии – это степная зона, да? Север Башкирии – это все-таки больше лесная зона, так ведь? Вот. И в древности ведь то же самое было. И мы по археологии это видим. Весь юг – это кочевники сарматы, вся лесная зона – это кто это населяли угрофинские племена. У нас не так много времени осталось до конца программы. Давайте все-таки поговорим немножко о книге, которая вышла как раз об этом роде. Из чего она в основном состоит? Ну, как и все тома,
этой серии «История башкирских родов», она состоит, скажем, из исторической части, где мы описываем, даем очерк истории этого рода. Потом у нас данные ШЖР, если есть, если нет, значит, то нет. Там есть архивные, значит, документы и основной, значит, корпус документов, именно это материалы ревизских сказок и переписи 1917 года. Вот. И вот я думаю, что это очень серьезные материалы, которые помогут людям, которые хотят составить свою родословную, в общем-то, отыскать своих предков и, в общем-то, составить свое вот это генеалогическое древо, ну и иметь представление о своих предках. Может быть, вам покажется вопрос такой на грани, может быть, даже скользкий. Вот как раз представители этого рода, они себя все относят к башкирам или нет? Дело в том, что поскольку находятся они на территории Республики Татарстан, а мы знаем, что, в общем-то, в начале 20 века, когда все это нарезалось, это ушло туда, там и в Татарстане проводилась, в общем-то, довольно-таки такая жесткая национальная политика, сейчас только единицы. Вернее, там многие знают, помнят, они помнят, но они говорят как, мы татары башкирского происхождения, вот у них вот такое. А те единицы, которые на территории РБ, Республики Башкортостан, они, конечно, там многие знают, что они башкиры и говорят, что да, мы башкиры. Как становится, в общем, понятно, Еней – это не самый изученный род, да? Не самый изученный. Это во многом происходит из-за того, что он вот так раздроблен между республиками или по каким-то другим причинам? Отчасти да. Допустим, вот как вы представляете, да, вот приехать туда и заниматься этим, значит, истории Еней, в общем-то, власти Татарстана, я думаю, нервно будут на это реагировать. Да ну, настолько? Я думаю, да. Ну, хорошо, мы начали программу с того, что первое упоминание о Еней как раз связано с Венгрией. Да. Раз уж у нас остается время, буквально пару минут до конца программы, насколько вообще этот венгерский след в сегодняшней башкирской историографии заметно играет какую-то заметную роль? Или, в общем, это скорее вот такой, знаете, мифы, сказки и все такое? Понимаете, тут мы из одной крайности сейчас бросаемся в другую. То есть до революции, и даже позже говорилось вообще, вот это, даже вот Гумилёв есть такой, значит, вот это башкиры, это те же самые венгры, только вот, скажем, тюркизированные венгры, да, то есть вот такое радикальное, значит, было мнение еще, которое сложилось, кстати, в XVIII веке. Вот. Потом в советское время пошел откат, и что нет, мы вообще никакого отношения к венграм не имеем, это просто, значит, такой историографический такой метод, миф, что вот Великая Венгрия здесь была, а вообще на самом деле ничего нет. Но на самом деле истина где-то посередине. Конечно же, вот эти племена Еней, там Юрми, Юрматы, они, конечно, имеются, значит, имелись и у венгров, и у башкир. Вот это то, что, так сказать, такие небольшие такие этнические вкрапления, которые, в общем-то, объединяют венгров и башкир. Ну что ж, я напомню, у нас в гостях был директор автономной некоммерческой организации ШЖР, кандидат исторических наук Салават Хамидуллин. И это была вторая программа из цикла об истории башкирских родов. Мы говорили о роде Еней. И в следующий раз дальше будем двигаться по географическому принципу с запада на восток. До свидания. До свидания.